Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Пшара. Сегодня в программе. Государственная программа развития сельского хозяйства продолжает свою работу. Уже успешно работают десятки проектов Минсельхоза в разных селах страны. В Гудаутской районной больнице объект историко-культурного наследия восстанавливают кровлю. Капитальный ремонт начался в ноябре этого года. В селе Тамыш завершаются съемки документального фильма «Дука». Авторы проекта – кинематографисты из Санкт-Петербурга Мария Рудневская и Алексей Зенченков. Днем 11 ноября в Сухуме в районе Виема произошла перестрелка. По данным МВД, ранены 5 человек. Один из них находится в тяжелом состоянии. Президент Бадра Гунба проинформировал о происшествии, сообщает пресс-служба главы государства. Президент поручил правоохранительным органам принять все необходимые меры по установлению обстоятельств преступления и задержанию причастных лиц, а также оперативно докладывать ему о результатах расследования. Министерству здравоохранения поручено обеспечить раненым всю необходимую медицинскую помощь и держать ситуацию под контролем. Сегодня в 13:20 примерно по адресу город Сухум, улица Гумская, первый проезд, дом номер 6, во дворе дома. При траурной миссии произошли выстрелы в направлении людей. 5 граждан Абхазии доставлены в республиканскую больницу. В настоящее время находятся в реанимационном отделении. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. На сегодняшний день на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Прокуратурой города Сухум организована работа по установлению всех обстоятельств произошедшего и организации осмотра места происшествия по факту произошедшего. У одного из пациентов, доставленных в республиканскую больницу, огнестрельное проникающее ранение черепа. Ему сделали операцию, состояние остается тяжелым. У второго пострадавшего во время перестрелки в Сухуме сквозное ранение брюшной полости и повреждение тонкого кишечника. Его тоже прооперировали. У третьего пострадавшего сквозное ранение правой руки. Еще 2 пациента с огнестрельным ранением лицевого скелета и огнестрельным касательным ранением грудной клетки находятся в реанимации. Находимся на территории республиканской больницы. После огнестрельных ранений доставлено в республиканскую больницу 5 пациентов. Один из пациентов с огнестрельным проникающим ранением черепа, рана с повреждением головного мозга, сагитального синуса, находится на данный момент в операционной. Все необходимые мероприятия проводятся в полном объеме. Следующий пациент – это с огнестрельным сквозным ранением брюшной полости, с повреждением тонкого кишечника. Также на данный момент проводится оперативное вмешательство. Следующий пациент с огнестрельным ранением сквозным правой верхней конечности. На данный момент также проводится оперативное вмешательство. Пациент с огнестрельным ранением лицевого скелета и пациент с огнестрельным касательным ранением грудной клетки находятся в отделении реанимации. Всем пациентам на данный момент проводятся необходимые медицинские мероприятия. Ситуация находится на контроле у президента Республики Абхазия Бадра Зуравовича Гунба. Президент Абхазии Бадра Гунба обсудил с экспертами Центра социально-экономических исследований вопросы сохранения и развития села. Бадра Гунба подчеркнул, что власть заинтересована в сотрудничестве с научным сообществом, стремится опираться на экспертное мнение и использовать результаты исследований, направленных на развитие экономики и повышение благосостояния граждан. В ходе встречи директор Центра стратегических исследований Олег Домения и сотрудники учреждения представили главе государства ряд проектов, подготовленных на основе аналитических и полевых исследований. По словам экспертов, часть инициатив может быть реализована уже в краткосрочной перспективе. По итогам обсуждения было принято решение разработать и представить 2 пилотных проекта по развитию села в западной и восточной частях Абхазии. Государственная программа развития сельского хозяйства продолжает свою работу. Уже успешно работают десятки проектов Минсельхоза в разных селах страны. В этом году по инициативе главы государства бюджет программы увеличен до 500 миллионов рублей. Глава Минсельхоза Беслан Джопуа и вице-премьер Республики Вараздат Минасян с инспекцией посетили объекты Восточной Абхазии. Репортаж Гугуцы Вардания.
Предприниматель Илана Джопуа показывает министру сельского хозяйства Беслану Джопуа и вице-премьеру Вараздату Минасяну сады, которые она вырастила вместе с друзьями. Здесь, в селе Галхуч Ткварчалского района, они выращивают голубику, авокадо, груши, яблоки, абрикосы, персики и, конечно, цитрусовые культуры. В 2016 году была новая селекция мандарина Сацума, называется Акицу. Я долгое время за этим гонялась, интересовалась. 4 года тому назад 10 штук нашла, привезла, посадила. И он оказался, как и говорилось, селекционерами с 28-29 сентября уже зрелый мандарин. И весной этого года мы приняли решение привезти этот сорт. Но мы к этому готовились. Мы отправили семена Панцирус трифулятус в Турцию, чтобы они нам подготовили подвой. Это тот подвой наш, на котором все абхазские мандарины растут. Они нам подготовили 10 тысяч корней мандарина Акицу. Вопреки всем агроинженерным каким-то нормам мы начали сажать в августе месяце. И они все выжили. В следующем году у друзей-единомышленников в планах посадить новый сорт цитрусовых. По словам Иланы Джопуа, это самый ранний сорт мандарин в мире. Почва в селе способствует разведению цитрусовых культур, ведь именно здесь в советское время выращивали самые сладкие оранжевые плоды. Большая мечта создать свой собственный питомник, но это опять-таки это дорого. Но я думаю, все еще впереди. Я думаю, государство, если нам поможет, мы это сможем сделать. И в следующем году у нас в планах посадить еще новый сорт, новую селекцию. Называется Ивасаки. Я вам сейчас все секреты даю. Называется Ивасаки. Он считается самым ранним сортом мандарин в мире. Это тоже селекция Япония и Китай. В этом же селе неподалеку Серхат-Капа вместе с друзьями высаживают фихуа. Планируют до 5000 корней. Работа идет, однако есть проблемы с техникой. Вот чуть-чуть у нас проблема с техникой, так с людьми у нас проблемы нету. Местные люди работают, очень большое желание имеют. Вот. Люди работают, бригадиры стоят с ними. Это местный продукт, мы берем здесь в Абхазии. В Курулыпском районе. Вот, покупаем, сажаем, своими силами делаем. Кроме того, здесь на плантации высажено до 4000 корней цитрусовых: мандарины, апельсины, лимоны. Деревья уже дают плоды. Далее министр сельского хозяйства Беслан Джопуа и вице-премьер посетили частную компанию «Аграрная Абхазия» в Галском районе. Предприятие занимается вспашкой. Есть полный перечень техники для сельхозпроизводства. Работают на больших участках земли. В наличии у нас сегодня 4 трактора. 4 трактора, плюс погрузчики 2 штуки. Вы их видите, вот можете видеть перед собой. 2 комбайна, которые перерабатывают не чало, а именно зерно. И отгружаются на элеватор. Этот комбайн, мы лично его испытали. У нас есть даже немножко там кукурузы осталось, мы раздавали. Все уже обработано, все приготовлено, поэтому ждем апрель месяц и выходим в поле и работаем. Я думаю, что им необходимо помочь. Они вот здесь руководство ГАЛа выделило им, видите, старые помещения, которые надо приводить в порядок. Они уже огородили, здесь была масса мусора. Все это они за свой счет убрали. Сейчас собираются кровлю обновить. Одним словом, приведут в порядок. И вот такая техника, которая необходима, здесь будет базироваться. Помимо того, что они будут осваивать сами земли, они всегда будут оказывать услуги тем, кто будет заниматься таким вот родом сельхозпроизводства. Вот уже несколько лет в Абхазии работает программа развития сельского хозяйства. За это время успешно реализовано десятки проектов Минсельхоза в разных селах страны. В этом году по инициативе главы государства бюджет программы увеличен до 500 миллионов рублей. Абхазия у нас как аграрная страна. Я думаю, что возрождается былая слава и вот былые те культуры, которые выращивались у нас помимо цитрусов, они все возрождаются, что и радует на самом деле. Со стороны правительства, естественно, оказывается поддержка, содействие. И по поручению президента, то, что вот он на Лыхнаште объявил, то, что было 150 миллионов, программа сегодня выделяется 500 миллионов. И Бадра Зурабович дал нам поручение, чтобы
эти деньги были, как говорится, распределены очень рационально и целесообразно. Вот за этим наша задача это все проконтролировать и использовать в правильном направлении эти деньги. Программа развития сельского хозяйства продолжает свою работу. В планах у представителей Минсельхоза посетить и другие сельхозпредприятия. Гугут Савардания, Нала Чинджерия, Ля Самичева, Абхазское телевидение. В Женеве начался 65-й раунд международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. В переговорах участвуют представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, а также Российской Федерации и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС. Абхазскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Олег Барцыц. В составе делегации заместитель министра Одиссей Бигвава, сотрудник МИДа Лаша Авицба и Артур Гагулия. Ранее мы связывались с Олегом Барцыц, и он в прямом эфире рассказал нам об итогах первого дня переговоров. Мы еще раз подтвердили в ходе этих обсуждений и в первой, и во второй группе, абхазская делегация подтвердила свою приверженность неукоснительному движению к достижению взаимного соглашения, юридически обязывающего соглашения о неприменении военной силы. Это тот тезис, от которого уже систематически на протяжении большого количества лет, не первый раунд, отказывается грузинская делегация. Абхазская делегация, наши юго-осетинские союзники и братья также требуют быть приверженными этим договоренностям, этому движению в направлении достижения такого соглашения. Завтра самый главный, основной день, будет так называемая основная глобальная дискуссия с участием и делегации Республики Абхазия, Российской Федерации, Республики Южная Осетия, Республики Грузия и также участников от тех структур, которые я назвал выше: ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, и также будут представлены Соединенные Штаты Америки. Завтра сложный день, день очень динамичный. Накал дискуссий, градус этих дискуссий всегда довольно высок. И здесь делегация Республики Абхазия, как всегда, в партнерстве и союзничестве с Россией, с Южной Осетией, выступает единым фронтом. Главная наша цель – это добиться, чтобы Республика Грузия пошла на подписание юридически обязывающего документа о неприменении военной силы. Баадрагунба поздравил президента Никарагуа Даниэля Ортега Сааведру с 80-летием. Он подчеркнул, что жизнь Ортеги – пример беззаветного служения Родине и отстаивания ее интересов. Мы глубоко ценим теплые отношения дружбы и взаимопонимания, связывающие Абхазию и Никарагуа. И с благодарностью помним, что именно ваша страна одной из первых признала независимость Республики Абхазия. Баадрагунба пожелал Даниэлю Ортеге и сопрезиденту Никарагуа и его супруге Росарио Мурильо счастья, а жителям страны мира и процветания. Министр просвещения Хана Гунба совершила рабочую поездку в высокогорное село Псху. Она посетила среднюю школу и храм, а также возложила цветы к памятнику погибшим в Великой Отечественной войне. На встрече с педагогическим коллективом обсуждались вопросы организации образовательного процесса и технического оснащения школы, перспективы развития учебного заведения. Хана Гунба подчеркнула важность поддержки образовательных учреждений в отдаленных районах Абхазии. Речь шла и об организации весной образовательных экскурсий для школьников села Псху. Цель этого проекта – расширение кругозора учащихся, знакомство с историко-культурным наследием Абхазии. Хана Гунба пообщалась с учениками школы и сделала им подарки. Поддержать, посмотреть. То, что вы нам привезли, конечно, большое спасибо вам. Я вот вижу там вот и литература, и учебники. Вот последний из ушедших я свою книгу дома приносил, детям читал. И с удовольствием все это слушали, конечно. Ну вот то, что, не знаю, даже стыдно было, что-то спрашивали меня, что привезти. Как-то неудобно вроде бы. Нет, ни в коем случае. То, что есть, это для нас, это
большая поддержка именно для обучения, для воспитания наших детей. Огромное вам спасибо за все. Не знаю, я думаю, что благодарим нашей работой. Самое дорогое, самое ценное, что есть в нашей жизни, это наши дети. Самый надежный вклад в будущее – это вклад в молодое поколение. Я действительно признательна вам, как руководителю, и всему вашему педагогическому коллективу за вашу работу. Это служение своей стране, это служение своей родине. Это люди, которые сегодня выполняют самый священный долг. Я очень благодарна вам за это. Здесь замечательные дети, здесь замечательная природа, историческое село. Вы это все сохранили. Вы сохранили свою самобытную культуру. Вы сохраняете историческую справедливость. Я вам очень благодарна за это. Министерство просвещения рядом. Чем мы можем помочь, мы всегда с вами рядом. В Гудаутской районной больнице восстанавливают кровлю. Капитальный ремонт начался в ноябре этого года. Здание входит в перечень объектов историко-культурного наследия, поэтому строители ведут и реставрацию. Подробности в следующем репортаже. Гудаутской районной поликлинике более 80 лет. В этом старинном здании трудились и работали разные поколения врачей. За долгий период времени обветшала крыша. Здание и помещения очень нуждаются в ремонте, которого здесь никогда не было. Несмотря на условия и тяжелые времена, персонал медучреждения старается помочь пациентам. В июле текущего года президент Бадрагунба поручил Управлению капитального строительства подготовить проектно-сметную документацию и начать поэтапный ремонт районной поликлиники. Уже заменены окна, сейчас восстанавливают кровлю. Мы, сотрудники поликлиники, надеемся, что в ближайшее время ремонтные работы продолжатся и внутри поликлиники. Будут сделаны коридоры. Многие кабинеты, конечно, у нас отремонтированы, но многие надо еще делать для предоставления нашему населению более качественной помощи. Ежедневно в поликлинику обращаются десятки граждан. Многие приезжают из сел. Существует и нехватка специалистов. Сегодня в медучреждении работают около 25 сотрудников. Поликлиника обслуживает от 38 до 40 тысяч человек в год. Многие специалисты есть, конечно, но наш район сейчас на настоящее время страдает от того, что у нас нет лора во всем Гудаутском районе. Терапевты нужны, конечно же, нам. Мы будем надеяться, что сама поликлиника расположена в очень хорошем месте, очень доступном месте для граждан из сел. Здесь рядом находится остановка, здесь рядом находится Лыхнинский перекресток. Поэтому им очень удобно сюда прийти и получить те услуги, в которых они нуждаются. Здание входит в список объектов историко-культурного наследия, поэтому строители ведут еще и реставрацию. Гугу Цавардани, Энвер Арджения, Адамар Джения, Абхазское телевидение. Нет предела, действуй смело. В офисе общественного движения «Абхазия будущего» состоялась встреча с ребятами, которые представляли Абхазию на национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс 2025». В теплой и дружеской атмосфере участники и родители поделились своими впечатлениями. Обо всем подробно расскажет Шазина Ханагуа. Вера в свои силы и целеустремленность – ключ к успеху в любых соревнованиях. А на национальном чемпионате «Обилимпикс» эти качества особенно важны. Анри Цкуа – один из тех, кто представлял Абхазию. Для него участие стало большой честью. Анри принимал участие в деловых встречах и рассказывал о деятельности благотворительного фонда «Акзара». Он подчеркнул, что чемпионат открывает новые возможности для людей с ограниченными возможностями здоровья во всех сферах жизни. Чемпионат «Обилимпикс» не только дает людям с ограниченными возможностями здоровья реализовать себя в разных сферах деятельности и реализовать себя в жизни. Плюс к этому чемпионат «Обилимпикс» дает нашим ребятам показать свою страну на мировом масштабном уровне. На таком уровне, где развивается флаг Китая, Турции и других признанных великих держав, развивался наш абхазский государственный флаг. И
И это плюс еще один шаг к независимости нашей республики Абхазия. Абатал Гамги из Ачимчира впервые принял участие в национальном чемпионате Обилимпикс. Он выступал в компетенции массажиста. Этот опыт произвел на Батала впечатление. Новые знакомства, атмосфера, соревнований, возможность продемонстрировать профессиональные навыки оставили у него яркие и вдохновляющие воспоминания. Я должен был сделать расслабляющий массаж час. Но, к сожалению, час я не смог. И не смог взять место, но, к сожалению, сам проходил с детства. Мне делали массажи, я сам эту компетенцию выбрал, мне это понравилось. Я думаю, что в дальнейшем еще больше буду тренироваться, учиться этому. Обилимпикс – чемпионат профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья. Абхазия принимает в нем участие второй год подряд. Делегацию из республики приняли тепло. Команда проявляла себя в разных профессиях. Чемпионат проходил в Москве. Объединил более 1000 участников из разных регионов России и других стран. Опыт, полученный на таком масштабном мероприятии, ребята планируют активно распространять и использовать для своего дальнейшего развития, чтобы вдохновлять других и достигать новых высот. Поехали в количестве 16 человек. Среди нас были сопровождающие родители, были ребята, руководители благотворительных и реабилитационных организаций. Я была сопровождающей, то есть руководителем именно от Министерства просвещения, это отдела образования, представила свою команду. И мы приехали, боролись во всяком случае. В этом году у нас нет призовых мест, но в этом году наша команда заявила себя на всех деловых встречах, они были спикерами, провели презентацию, обменялись опытом, которую инклюзия у них есть в Абхазии. Есть, которые заинтересовались в Российской Федерации. И я думаю, что у них большое будущее, и дальше они будут продолжать в этом направлении. В этом году участие команды из республики стало возможным благодаря содействию общественной организации «Абхазия будущего». Мы, как организация «Абхазия будущего», в течение 2026 года будем поддерживать и готовить ребят к следующему Обилимпиксу. И также мы будем стараться привлечь государство, чтобы они также могли помогать и продвигать их в будущем. Чемпионат проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, президентской платформы «Россия – страна возможностей», а также федерального проекта «Профессионалитет» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Любой человек, который хочет что-либо делать, тем более, который оказался в такой сложной ситуации, как вы, он достоин уважения, достоин поддержки. И, конечно, что касается Обилимпикса, наша главная задача показать, как это важно, на каком уровне наши ребята уже сегодня могут представлять нашу страну на разных площадках, и на спортивных, и на таких профессиональных, как Обилимпикс. Но у нас есть одна боль. У ребят есть одна боль, которая передалась нам. Да? Мы никогда не знаем, сможем ли мы попасть на этот чемпионат в следующем году. Наша сейчас цель, и чего бы хотелось нам вместе с большой командой, чтобы на нас обратило внимание государство и на государственном уровне поддержали Министерство просвещения Абхазии для того, чтобы у Министерства просвещения Абхазии была возможность больше ребят отправлять ежегодно. Для этого необходимо создать представительство Обилимпикс в Абхазии, в течение года заниматься с ребятами и отправлять их уже лучшие среди лучших, отбор, чтобы они участвовали полноправно, чтобы участниками этого движения Обилимпикс были. Человек способен преодолеть многие преграды, если есть цель, поддержка наставников и вера в себя. Феномен Обилимпикса как раз заключается в устранении барьеров между инвалидностью и самореализацией. Это меняет и рынок труда, и людей, поверивших в свои силы, потому что профессиональное признание – лучшая реабилитация. Шазина Ханагуа, Давид Хашик, Абхазское телевидение.
Абхазская гимнастка София Боджгуа прибыла в столицу Китая для участия в международном турнире «Кубок Небесная Грация». Спортсменка уже провела опробование ковра и готовится к соревнованиям, где ей предстоит побороться за призовое место с гимнастками из Белоруссии, Китая, Колумбии, Германии, Таджикистана, ОАЭ, Болгарии, Португалии, Мексики, Венесуэлы и Армении. Участие Софии в таком крупном международном соревновании является знаковым событием для спортивной Абхазии. Все расходы по перелету, проживанию и питанию абхазской гимнастки и тренера взяла на себя Академия «Небесная Грация» Алины Кабаевой. Мы рассчитываем на то, что София покажет все свое умение и успешно выступит в Пекине, сказал пресс-президент Федерации художественной гимнастики Абхазии Гунда Кварча. В селе Тамыш завершаются съемки документального фильма «Дука». Авторы проекта – кинематографисты из Санкт-Петербурга Мария Рудневская и Алексей Зенченков. Фильм рассказывает о 75-летнем Гиве Кановиче Зантария, добром и отзывчивом человеке, в котором, по мнению авторов, отражается прошлое и настоящее Абхазии. Знакомство с ним стало отправной точкой для создания картины, раскрывающей глубину его личности и связь с родным краем. Тему продолжит Аэлита Рутюнян. Фильм состоит из 3 разных глав. Одна, и, пожалуй, самая важная из которых история, точнее авторский документальный фильм «Дука», который рассказывает о герое, о большой абхазской душе, развитии страны, о станции Тамыш. Благодаря Гиве Зантария, начальнику станции, это место, пострадавшее во время Отечественной войны народа Абхазии, заиграло новыми красками. Маша Рудневская, кинематографист со своим мужем Алексеем Зенченковым, тоже кинематографистом, работает над созданием фильма. Она рассказывает, что, приехав сюда в 2021 году и увидев вокзал, они решили, что будут снимать фильм. Познакомились с Гиви. Тогда и сняли 1 главу. Съемки 2 главы прошли в 2024 году, а сейчас процесс подходит к завершению. Это документальное кино, авторское документальное кино нашей ленинградской школы, так скажем, документальных фильмов. Больше наблюдений, то есть у нас минимальное количество интервью. Нам важно поймать вашу абхазскую душу. Поэтому Гиви Канович у нас такой герой. Мы за ним наблюдаем за его семьей, за его родственниками, ездим с ним везде. За это время он стал реально нам дукой. В 2021 году Маша Рудневская с мужем, находясь в Абхазии, куда приезжали не в первый раз, случайно увидели этот вокзал. Кинематографист отмечает, было такое ощущение, что поезд ушел совсем недавно. С того момента они загорелись желанием снять фильм про станцию Гиви Зантария, который всеми силами старался улучшить состояние вокзала. То есть почему Дука? Это потому что его дети и внуки так называют дедушка. Вот, правильно, Дудука, да, Дадука, как-то так. Дети его называют Дука. Я подумала, вот это говорящее слово, которое в нем очень много теплоты, души, любви. Что может еще быть прекраснее, как Дука? На момент съемок 1 главы состояние вокзала значительно отличалось от нынешнего. К завершению съемочного процесса станция преобразилась. Вокзал выглядит замечательно, если еще знать историю, что это практически делает один человек, и он инвалид. Да, как бы так же странно, что он хромает, а он, к сожалению, без ноги. Вот, то есть это очень такой важный момент, что он не лежит, не ноет, не ухаживайте за мной. Мы сейчас с ним везде ездим, вот уже 2-й год, и он выпрыгивает из машины, мы не успеваем за ним, за инвалидом, мы бежим, Гиви Канович, остановитесь, не бегите. Он уже убежал, мы бежим за ним, снимаем. Вся семья Гиви Зантария также принимала участие в съемках. В 1 главе зритель узнает о начальнике станции, железной дороги, вокзале. Во 2 главе авторы показывают сельскую жизнь. Картина – это попытка раскрыть и показать простых людей, которые здесь живут. А в последней главе зритель узнает о развитии республики. Посыл – рассказать про мечту человека, как он столько лет ее не бросает и верит, что вот здесь пройдет у нас с вами туристический поезд, и я очень надеюсь, что его назовут в честь Гиви Кановича Зантария. Это моя мечта и вообще нашей небольшой съемочной группы. Съемки фильма проходили во многих местах Восточной Абхазии, а также в Гагре и Пицунде. Маша Рудневская признается, что начальник станции достаточно много помогает в съемках фильма своими советами, подсказывает, что лучше показать и что зрителю было бы интересно увидеть. Фильм создается при содействии АЖД, Министерства туризма, Минкультуры. Дружба-то, понятно, она останется, но то, что закончатся съемки, и вот это какой-то закончится этот мир, который мы здесь создавали столько лет, вот это вот немножко грустно. Я надеюсь, что за этим фильмом будет еще фильмы.
Не про Гивикановича, про другого человека или про какого-то, не знаю. Короче, что-то другое точно должно быть. Станция Тамыш была открыта в 1949 году. Гиви Зантария работал здесь до начала войны, а в 1994 году решил восстановить здание. Он покрасил стены, расчистил территорию, высадил цветы. Было в одно время, конечно, такое снабжение, так-то не было, но я сам краски покупал, сам как-то красил потихоньку. Но сейчас, как вот Читана восстал, у меня снабжение хорошее, все прекрасно, все дает. Во-первых, сзади, когда он приехал, увидел сзади, что такое положение. Стекла поменяли там, вот. И вот какой ремонт там сделали, видите, 40 лет вообще не было там. Гиви Зантария провел небольшую экскурсию по вокзалу. Участники увлеченно слушали рассказчика и узнавали для себя что-то новое, ведь станция хранит свою большую историю, впрочем, как и Гиви Зантария. Министерство туризма оказывает всяческую поддержку данной команде. Ребята снимают документальный фильм про Гивикановича с 2021 года. Ну, в свою очередь, Министерство туризма маленькими, но уверенными шагами вместе с этой командой создает такой фильм, который останется для показов, для гостей. Также мы хотим внедрить эту станцию, Тамышскую станцию вокзала в турмаршрут, для того, чтобы сюда заезжали экскурсанты, проводили здесь экскурсии. Очень интересная локация и вообще сама история. Сейчас станция работает как грузовая, но Гиви Зантария и Абхазская железная дорога надеются, что скоро здесь появятся пассажиры. Человек, который всю жизнь на этой станции, он каждый кирпичик, каждую досточку своими силами, что может, подбивает, но и руководство железной дороги, видя вот это отношение, вот так, как он относится как к своему ребенку, как к своему дому, естественно, встали рядом, помогают. Станция всегда вычищена, всегда покошена. Сколько бы лет после съемок фильма не прошло, частичка истории станции Тамыш с ее верным начальником Гиви Зантария всегда останется жить на страницах киноистории. Айлита Арутюнян, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. В среду, 12 ноября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, дождь разной интенсивности, гроза. Температура воздуха ночью 10-15, днем 16-21 градус, температура морской воды 17 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.